заинтересовало. Я понимаю, что, учитывая вашу религиозную принадлежность, вы можете счесть тот факт, что ваш сын интересуется Библией, оскорбительным. Вовсе Я нет. полагаю. Но должна сказать, что если он интересуется Иисусом, почему бы не позволить ему немного узнать о нем? Проблема совсем не в этом, но спасибо за возможность прояснить. Он все знает об Иисусе. Ну, я полагаю, не все. Мусульмане считают Иисуса одним из пророков. Причем Инджиль, эта Библия, была открыта ему так же, как Тора открыта Моисею до этого. Так что мы любим Иисуса. И любим послание, что было открыто ему. Да? Мы узнаем что-то новое каждый день, верно? Но мы также верим, что после времен Иисуса, благодаря вмешательству людей, учение Христа было искажено. Люди изменили его, священники, папы, короли. Вот почему существует так много версий Евангелия. Люди искажали его, выносили изменения. Это к делу не относится. Относится, мы верим, что в Библии содержится первоначальное Слово Божье. Любезно с вашей стороны. Но мы также верим, что Бог явил Коран как финальный текст, который не изменен, чтобы подтвердить откровение предыдущих пророков. Я не думаю, что здесь подходящее место для обсуждения наших представлений о подлинности Писания. Вот именно. Так и есть. Здесь не место. И поэтому в этой комнате есть те, кто, включая меня, немного обеспокоен. Мусульмане всех призывают стремиться к знаниям, и мне более чем комфортно, когда мой сын изучает Библию. И я рад этому, я сам ее изучал. Но проблема заключается в том, что это государственная школа. Вот в чем дело. И некоторых из нас волнует не Библия сама по себе, а то, что ее раздали, распространили среди детей. Я прошу вас подумать о том, чтобы вы почувствовали, если бы отправили ребенка в государственную школу, Шериф, а он вернулся домой с экземпляром Корана, расспрашивая о пророке Мухаммеде. Вам бы вряд ли понравилось, если бы я стал раздавать экземпляры Корана детям на этом острове для того, чтобы расширить их познание. Полагаю, вы бы изгнали меня отсюда, мискин.